Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Более чем на 1 миллиард рублей увеличился доход города за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и составил 1 миллиард 353 миллиона рублей. Львиная доля средств государственной поддержки направлена на реализацию программы «Моногород-Канаш». О подведении итогов прошлого года рассказывает Марина Баринова. Иван Моторин начал рабочую встречу с торжественного вручения студентам города свидетельств о назначении специальной стипендии главы Чувашии. Депутат Госсовета Виталий Иванов, в свою очередь, наградил самых достойных почетными грамотами за успехи, достигнутые в работе. Переходя к докладу, глава администрации Виталий Михайлов отметил, что по целому ряду показателей экономического развития достигнута положительная динамика. В прошлом году бюджет города составил 1 миллиард 353 миллиона рублей. В сумму собственных доходов вошли 209 миллионов налоговых и 72 миллиона неналоговых доходов. За 2018 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, составил 7 миллиардов 775 миллионов рублей. В рамках реализации закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям на учет приняты 599 многодетных семей. В порядке очередности всего 484 семьи получили уведомление о предоставлении земельного участка. Выдано 6 разрешений на строительство жилых домов, 5 из которых уже находятся в процессе строительства. Руководство республики одобрило заявки 3 резидентов ТОСР, которые планируют вложить более 500 миллионов рублей в открытие новых производств на территории города и обещают создать более 150 новых рабочих мест. Начну с тех, кто первый вошел. Это компания «Новитек», производитель ингибиторов, 20 дополнительных единиц, 60 миллионов инвестиций вкладывают. Компромтех, запуск проекта планируется на ноябрь 2019 года, 100 миллионов инвестиций и 40 единиц работающих. И хотелось бы остановить особое внимание. Сегодня в зале находится представитель компании «Аркто». Это строительство, производство коммерческого машиностроения, завод холодильников. Запуск планируем мы в 4-м квартале 2019 года. Общая стоимость проекта 441 миллионов рублей. Первоначально набираем 100 единиц. По проекту формирования комфортной городской среды в прошлом году было благоустроено 4 дворовых территории на общую сумму свыше 12 миллионов рублей. На благоустройство городского парка культуры и отдыха было израсходовано более 7 миллионов рублей. Эти расходы на строительство детской и спортивной площадок, скейт-парка, освещение, также установку скамеек, урн и спортивного инвентаря. Город в 2018 году получил грант главы Чувашии на сумму 15 миллионов рублей. За счет этих средств было отремонтировано 3046 квадратных метров автомобильных дорог и 1545 квадратных метров тротуаров. Приобретено и установлено 5 остановок, проведен монтаж уличного освещения тротуара по улице Машиностроителей до Канашского городского парка. Обустроено 6 площадок под твердые коммунальные отходы. По соглашению сторон между некоммерческой организацией Фонда развития моногородов и Чувашской республикой в 3-м квартале текущего года завершится реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тысяч кубических метров за сутки и строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка. Мы планируем отремонтировать капитально 5 канализационных насосных станций. Перед канал-сетью поставлена задача промыть канализационные сети не менее 3000 погонных метров. И самый важный такой момент, сегодня работаем как раз над ним, модернизация объектов электрохозяйства Бахтияровского водохранилища. Как отметил Виталий Михайлов, в прошлом году на капитальный ремонт дворовых территорий было израсходовано более 8 миллионов рублей. За 2018 год отремонтировали 24 дворовых территории. На квартирных домов 5 проездов к ним. Общая площадь ремонтных работ составила 13,5 тысяч квадратных метров. В 2019 году мы планируем отремонтировать не менее 19 дворовых территорий на 8,8 миллионов рублей площадью 1,7 тысяч квадратных метров. Но сумма квадратных метров, я думаю, увеличится, потому что все работы проводятся по конкурсным процедурам. И в прошлом году дополнительно за счет экономных средств мы 4 дворовых территории отремонтировали. Воплощены в жизнь 5 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Это ремонт 4 автомобильных дорог площадью 6482 квадратных метра и приобретение 1 детской площадки на общую сумму 8 миллионов 140 тысяч рублей.
Содержание и ремонт автомобильных дорог – удовольствие недешевое. Только за прошлый год было израсходовано на эти нужды 17 миллионов 900 тысяч рублей. Содержание и ремонт автомобильных дорог нам обходится 17,9 миллионов рублей. Сюда входит зимнее содержание. Вы обратились, зима была снежная. Здесь у нас и ямочный ремонт. В прошлом году мы более 7 миллионов из этих денег истратили чисто на ямочный ремонт. Также идет и уборка территорий, прилегающих к трассам, и покос травы, и вырубка кустарников. Также за счет средств республиканского бюджета выполнен ремонт 2,7 километров автомобильных дорог по улице Зеленая, улица Лесная, улица Разина, улица Заводская, улица Пушкина. Например, на 12 миллионов рублей. За 2018 год на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» было освоено около 2 миллионов рублей и установлено 18 новых камер видеорегистрации. Заменены окна в школе номер 7. В 10-й отремонтированы потолки и заменены светильники. Более 17 миллионов рублей было использовано на первом этапе капитального ремонта школы номер 6. Пока по ремонту в прошлом году освоено 46 миллионов рублей, отремонтирована кровля 30 многоквартирных домов. Почему мы упор делаем на кровлю? Действительно, очень много жалоб от населения, что кровли текут. И на этот год тоже поставили такую задачу, что отремонтировать дополнительно 25 кровель многоквартирных домов на сумму 40 миллионов рублей. В детском саду номер 15 отремонтирован фасад здания и заменены окна. В 17-м установлен новый забор по периметру территории и установлены домофоны. Начато строительство детского сада на 240 мест в восточном микрорайоне города. Сметной стоимостью 117 миллионов рублей. Уже в этом году он откроет свои двери маленьким детсадовцам. В прошлом году было запущено 8 важных перспективных проектов. Доход общих инвестиций составит более 400 миллионов рублей. Были созданы 90 рабочих мест. Задачи текущего года включают в себя все направления. В частности, строительство новой блочно-модульной котельной по улице Свободы, благоустройство дворовых и общественных территорий, капитальный ремонт автодороги территории Элеватор по улицам Московской, Новой, Чкалова, Репина, Комсомольской, реконструкция автомобильной дороги по улице Фрунзе, завершить и ввести в эксплуатацию новый детский сад и другие. Мы ставим задачу, это уже перед управляющей компанией, по подключению дома номер 57 к централизованной системе горячего водоснабжения, потому что свою часть город выполнил, осталось только работа управляющей компании. В своем докладе глава администрации подробно охарактеризовал уровень развития систем здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также социальной сферы. В заключение совещания председатель Кабинета министров отметил, что при успешном развитии социальных проектов, плодотворной работе градообразующих организаций Канаш добьется больших успехов. В 2018 году и в экономике, в социальной сфере носил положительные тенденции. Соответственно, есть успехи и по строительству дорог, дворовых территорий. Начато строительство детского садика, подходит к завершению строительства зоны опережающего развития города Канаша. Ну а экономика, наверное, самое большое достижение, что начал работать промтрактор-вагон с хорошими объемами, с хорошими планами на текущий год. Поэтому я надеюсь, что будет работа, будут развиваться социальные проекты. Канаша ждет успеха. Новый детский сад в микрорайоне Восточный уже в этом году откроет свои двери малышам. Сметная стоимость составила 117 миллионов рублей. 57 из них уже освоено. На каком этапе находится строительство здания, ознакомился председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин. Пока это еще голые стены, отделочные работы только начинаются. А горожане ждут, когда же смогут привезти сюда своих малышей. Восточный микрорайон у нас густонаселенный. Хоть и здесь и есть у нас 2 садика, но острая нехватка тоже ощущается. И здесь мы не говорим о том, что только этот садик будет. Мы на себя берем дополнительное обязательство. Более 190 мест в садиках города мы еще в этом году будем создавать. Строители справляются своей работой аккуратно. До 1 января 2019 года объем выполненных работ составил 57 миллионов рублей. Под кровлю подвели здание. Сейчас идут отделочные работы. Как отметил руководитель подрядной строительной организации, работы ведутся строго по плану. С первых дней начали работу. Работали для того, чтобы действительно к концу года закрыть, завершить здание. Мы и в 3, и в 4 смены работали. В общем-то, это нам удалось. Будет садик современный, хороший. Будет соответствовать всем новым требованиям современным, действующим на сегодняшний день. Вот. И поэтому рассчитываем
рассчитываем, что садик будет хороший, удобный и соответствовать нашим молодым горожанам, деткам нашим. Садик расположен на окраине микрорайона, но об этом беспокоиться не стоит. Дорога от улицы Репина до детского сада будет отремонтирована, уверил глава администрации Виталий Михайлов. Во все времена женщина считалась символом красоты, любви и нежности. В ходе празднования Международного женского дня мужчины признавались, что они искренне восхищаются мудростью и стойкостью прекрасных дам. Среди них глава администрации Виталий Михайлов. В эти прекрасные весенние дни хотелось бы пожелать вам в первую очередь здоровья. Мамам хотелось бы пожелать радоваться успехам своих детишек. Молодым девушкам выйти замуж. Ну а самое главное, хочется пожелать всем присутствующим дамам и женщинам, чтобы вы были за надежной спиной своих второй половинки в виде мужчин. Поэтому от лица мужчин города и от себя лично разрешите вас поздравить. Пожелать тепла в ваши дома, уюта, спокойствия. Ну и самое главное, дарите мужчинам весну. С праздником вас! Прекрасную половину человечества поздравила председатель Женсовета Ольга Петрова. Активные женщины города успевают быть заботливыми супругами и мамами, а также участвовать в общественной жизни города. В республике каждый год проходит конкурс «Женщина-лидер». Практически ежегодно мы принимаем участие в этом конкурсе, и наши участницы, наши жительницы нашего города становятся призерами. Вот и буквально в субботу в Чебоксарах были подведены итоги очередного конкурса «Женщина-лидер». Было 5 номинаций. Мы с города представили, к сожалению, только одну кандидатуру представляли одну кандидатуру на этом конкурсе. И наша женщина, наш молодой руководитель, вот как раз в номинации «Молодой руководитель», «Женщина-лидер», получила диплом 2-й степени. Это главный редактор газеты «Канаш» Шурекова Людмила Геннадьевна. И на этом же мероприятии, на котором принимал участие глава республики Игнатьев Михаил Васильевич, еще одна женщина, руководитель города Канаш, получила благодарность из рук главы республики. Это Васильева Эльвира Яковлева Эльвира Васильевна, прошу прощения, начальник отдела соцзащиты города Канаш. Эльвира Васильевна, тоже букет от Александрова Александра вручаю вам. Цветы, красивые слова благодарности – все сегодня в адрес канашских женщин. В подарок песни и танцы. Особенно красиво звучали стихи и песни из уст мужчин. Растет, возле дома калина, растет, цветет на мою навиду. Живет, в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Ансамбли «Россияночка», «Росинка», «Юность», «Горошинки», хореографическая студия «Сияние» и Центр развития дарили зрителям хорошее настроение. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Владцева, Дворец культуры.
8 марта с цветами на руках. В Канаше прошла ежегодная акция «Подари цветы женщине-водителю». В этом году совместно с ГИБДД и сообществом «Дорожная обстановка-21» подарки дарили Канашская студия телевидения и радио родных дорог. Вместе с весной приходит главный женский праздник – 8 марта. В этот день дарили цветы всем дамам, которые волей судьбы оказались на центральной площади города. Здравствуйте! Мы поздравляем вас с 8 марта. И сегодня мы проводим рейд вместе с Дорожной обстановкой 21 в городе Канаш, вместе с ГИБДД города Канаш, с радио родных дорог, с Канашской телевидения. Не только для автоледи, но и для всех прохожих. Ну и самое главное, мы желаем вам, чтобы вы всегда были любимыми, нежными, красивыми и, самое главное, здоровыми. Низкий поклон вам всем, доброго здравия. И вас, и вас я поздравляю взаимно со всем праздником весенним. Желаю доброго здоровья, успехов в делах, чтобы и личного счастья, любви и благополучия в семье тоже. А мы вам желаем еще соблюдать правила дорожного движения. Слушаюсь и подчиняюсь. С 8 марта вас. Женщин за рулем 8 марта было много. Для некоторых сюрприз оказался приятной неожиданностью. Я всех прекрасных женщин, девушек, девочек поздравляю с этим замечательным днем, Международным женским днем. И желаю оставаться всегда такими красивыми, замечательными и радовать всех этой красотой окружающих. Сегодня вообще очень с утра уже за рулем много мужчин, даже издалека говорят, поздравляем, уже видно от них. Вас всех видно. Издалека вас тоже было видно, что вы хотите поздравить. Очень приятно, особенно сегодня. Погода особенно позволяет праздничному настроению. Среди поздравляющих был главный мужчина. Себя он представил как Савелий Степанович. Мамино сердце так много вмещает ласки, заботы, любви и тепла. Нас от невзгоды любая защищает. Только, родная, ты с нами была. Канашская студия телевидения дарила подарочные сертификаты, а радио родных дорог – букеты тюльпанов. Здоровья, счастья, любви, много успехов, удачи, исполнения желаний. Женщины, дорогие, вы супер, мы вас любим. И без женщин жизнь была бы очень-очень скучной. Совместно с ГИБДД на страже порядка на канашских дорогах представители сообщества «Дорожная обстановка-21». Всех мам, бабушек, жен, дочерей, сестер поздравить с этим великим праздником. Пожелать всем огромного здоровья, радости, улыбок, чтобы было в семьях у всех хорошо. Любви. Сегодня сотрудники ГИБДД держали за спиной букеты цветов, жезлом останавливали только женщин. Все для того, чтобы по-особенному поздравить и поднять настроение. В этот прекрасный день, 8 марта, хочу вам пожелать счастья, здоровья, благополучия, чтобы счастье и радость, доброта и тепло не покидало ваш дом, чтобы в вашей жизни все ваши мечты сбывались, чтобы всегда было рядом хорошее, надежное мужское плечо, которое вас всегда поддерживало. Еще раз праздник. С 8 марта, девушки. Хорошее настроение 8 марта активисты дарят ежегодно. Это уже стало доброй традицией. Всех мам сегодня поздравляю, а я хочу сказать своей мамуля, не тебя добрее, красивее в мире и нежнее тебе здоровья. Я желаю 8 марта будет веселым, радостным, счастливым, забудь про слезы и про грусть. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева, Центральная площадь. Перед началом Великого Поста горожане с традиционным размахом отметили Масленицу. На городской площади развернулось настоящее народное гуляние с песнями, танцами и блинами. Провожала зиму и наш корреспондент Марина Баринова. Последний день масленичной недели – прощенное воскресенье. В этот день верующие стараются пойти в гости, встретиться с родными и близкими людьми и попросить у них прощения. А вот ближе к обеду начинаются массовые веселые гуляния. И это уже масленичная традиция. Ведь именно в этот день провожают зиму и сжигают соломенное чучело. В этот прекрасный солнечный день хотелось бы всем пожелать здоровья, счастья, благополучия. Вот сегодня будем сжигать чучело. С этим чучелом пусть уйдут все невзгоды, все плохое останется позади, а впереди вот такая же светлая
как сегодня погода будет жить. Официальный праздник открыли веселые скоморохи. Концертными номерами порадовали гостей творческие коллективы городского дворца культуры, вокальный ансамбль «Россияночка», хореографическая студия «Сияние», народный хор ветеранов и хор «Канаш». Зеленая роща, это моя теща. На выставке ярмарки народных умельцев глаза просто разбегались от обилия разных изделий. Резьбы по дереву, по бересте, текстильных кукол, шкатулок, кружев ручной работы. Счастья, здоровья, благополучия. Сегодня такой большой праздник. С завтрашнего дня начинается пост. Чтобы мы жили вместе со Всевышним, не переступали порог, жили в мире и согласии со всеми национальностями, которые живут в нашем городе. И всех еще раз с праздником, с Масленицей. Шеварни адибе пурнеде, сывлах, келей, оножу, юраду. Важное правило Масленицы – накрывать обильные сытные столы. И, конечно, это правило не стало исключениями сегодня. Торговые ряды, развернувшиеся перед входом в парк, так и манили отведать блины, шашлыки, выпечку, чай, кофе и сладкую вату. Прощаемся с зимой, встречаем весну, печем блины. Какие планы на сегодня, если не секрет? В гости идете или сами в гости ждете? Сами гостей ждем. Вот пришли Масленицу проводить. Ну и пожелания нашим горожанам? Самое главное – здоровья, успехов в работе, кому в учебе и всего самого наилучшего. Для маленьких горожан на площади организовали детский городок, где они от души веселились, гуляя с родителями. Я сегодня с папой гуляю. А что папа тебе вкусненького купил? Папа блины купил и чупа-чупс. С праздником, с Масленицей. Масленица – это проводы зимы, прощенное воскресенье, когда радуются наступлению весны. Вот дети не успели зайти, сразу видят карусели, качели, сразу настроение поднимается. Многолетняя традиция провожать зиму и встречать весну массово, с размахом, не теряет актуальности и сегодня. Это отмечает и взрослое население. Скажите, пожалуйста, мы молодое поколение, а вот вам есть что вспомнить, есть с чем сравнить. Вот скажите, как гуляли раньше Масленицу и как сейчас гуляют? Раньше катались, играли, веселились и все. А сейчас? А сейчас тоже так. Значит, ничего не поменялось? Нет. Все отдыхают, как отдыхали, да? Да. Блины пекут, казама дают. Всем желаем счастья. Кульминационный момент праздника – сожжение чучела – стал своеобразным толчком отсчета – начала весны. Марина Баринова, Елена Блатцева, Городская площадь. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Широкий ассортимент товаров, предлагаемых магазином низких цен «Светофор», в очередной раз радует покупателей. Мы постоянные посетители. Здесь очень широкий выбор, но и очень приветливые продавцы. Здесь довольно аккуратно, просторно, поэтому мы сюда приходим. Часто сюда заезжаем, в этот магазин. Нам здесь нравится. Большой выбор, просторно здесь. Цены небольшие, приемлемые. Главное, выбор большой. Мы здесь покупаем, отовариваемся. Обилие товаров повседневного спроса, хозяйственных и детских, одинаково подкупают как женскую половину, так и мужскую. Ходим в магазин «Светофор», в принципе, часто, чем остальные супермаркеты. Ребенку подгузники, средства личной гигиены, там, колбасы очень вкусные, недорогие. Детское питание тоже вот для ребенка есть.
В магазинах самообслуживания «Светофор» покупатели приобретают товары по низким ценам благодаря высоким требованиям к поставщикам. В магазины «Светофор» напрямую от поставщиков поступает товар, поэтому мы можем предлагать населению товар по выгодным ценам. Также всегда мы предлагаем дополнительные акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Приходите в магазин «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. В линейке товаров магазина «Светофор» также присутствуют кондитерские изделия, консервация, бытовая химия и многое другое. Подавляющее большинство товаров производятся и поставляются отечественными компаниями. Магазин «Светофор» – демократичные цены. Магазин «Светофор» – один из лидеров рынка среди магазинов товаров народного потребления по очень демократичным ценам. Свинина по акции 149,90 за килограмм. Масло подсолнечное 5 литров по акции 199,90. Условия и сроки проведения уточняйте в магазине.